всех наших коллег и депутатов, да, говорить, но давайте я прямо скажу, коллеги, да? Здесь совсем недавно, года 3, наверное, назад, был президент Академии наук, Российской Академии наук Сергеев, да? И, можно сказать, даже с этой трибуны выступал, и он сказал, что имеет непосредственное поручение, задание от президента страны Владимира Владимировича Путина о развитии национальных языков, национальной культуры. И он одним из первых пришел в наш субъект и отсюда озвучил, что будет такая большая политика. Так что развиваемся, идем вперед, как говорится. Поэтому я всем скажу огромное спасибо. И давайте годовщину, можно сказать, что есть у нас результаты, и на этих результатах, опираясь, будем идти вперед. Разрешите выразить благодарность за создание нашего центра главе Республики Саха-Якутия Айсену Сергеевичу Николаеву, Алексею Ильичу Еремееву, председателю Государственного собрания ЛТУН Республики Саха-Якутия, Сергею Васильевичу Местникову, заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия, министру образования и науки Республики Саха-Якутия Нюргуне Афанасьевне Соколовой, Леониду Николаевичу Владимирову, президенту Академии наук Республики Саха-Якутия, и всем ответственным Юрию Ивановичу Семенову отдельно, да, за поддержку именно открытия нашего центра. Буквально я прилетела из Москвы, где в рамках международной выставки форума «Россия», именно проводимой по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина, я представила концепцию межрегионального проекта по инициативе Ассоциации Сибирского соглашения. Вот сегодня здесь принимает по дистанционной форме уже участники этого проекта, именно представленного как межрегиональный проект Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Цель деятельности нашего центра – это изучение современной языковой ситуации и выработка научно обоснованных решений по сохранению и развитию родных языков. 16 декабря будет еще съезд учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера. Разработано и издано пособие «Концепция преподавания якутского языка, литературы и культуры в Республике Саха-Якутия от замысла к реализации». Книга будет доставлена до каждого образовательного учреждения. 7-8 декабря 2023 года мы проводим Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием функционирования государственных языков Российской Федерации, состояние и перспективы. Тема очень актуальная. Мы с вами присутствуем на очень значимом для нас, для всех жителей республики мероприятии, которое связано с созданием Центра изучения родных языков при Академии наук нашей республики. В условиях, когда мы испытываем серьезные вызовы в деле сохранения и развития родных языков, на государственном уровне уделяется большое внимание развитию родных языков, государственного языка нашей республики, якутского языка и официальных языков коренных малочисленных народов республики. Вы все очень хорошо знаете Федосию Васильевну. Если она твердо уверена в правоте своей позиции, то она этого добьется и успокоится только тогда, когда достигнет своей цели. Вот почетный знак за вклад в сохранение и развитие родных языков в Республике Саха-Якутия. И разрешите вручить удостоверение под номером 1. Я в архиве Института гуманитарных исследований нашел очень ценный для меня лично материал,
рукопись Ломхо и других фольклорных материалов, записанные собственноручно моим прадедушкой, Местниковым Андреем Гавриловичем. И благодаря Институту гуманитарных исследований, благодаря издательству «Аяр», этот материал вышел в свет в этом году, и разрешите вручить вам этот материал. Наша задача, чтобы в центре, в Академии наук, появились и кандидаты доктора наук, которые работают по этой теме. Мы готовы поддержать в рамках вот того, что недавно вот на встрече с Сенсигевич он одобрил проект, значит, 1000 лидеров науки и технологий Республики Саха-Якутия. Поддержка молодых педагогов, учительства, ну и в целом, наверное, система образования без Феодосии Васильевны это вообще невозможно. Поэтому я еще раз поздравляю, присоединяюсь ко всем словам, и которые будут сказаны, и которые уже сказали. И вот хотим от имени Николы Афанасьевны и от команды Министерства образования и науки вам ставить приветственный адрес и вручить. Хочется пожелать больших успехов. Университет всегда был, есть и будет рядом, академия рядом, да, и грамоту Государственного собрания Эльфтюмян. Очень горжусь вами, Феодосия Васильевна. Если бы вы в Оленькене увидели кочевую школу, если бы вы не вниклись проблемами детей, здоровья, питания, условий, которые вот, учатся дети Арктики, у нас было вот таких программ и федерального уровня не было бы, и республиканского. Желаемое, желание, мечты сделать былью, реальностью, это не всем дается. Спасибо вам, Феодосия Васильевна, здоровья вам, всех-всех-всех благ. Ну, Сергей Васильевич, многие здесь отмечали, насколько вы умеете пробивать очень трудные проекты. Я здесь чисто с международной точки зрения упомяну парочку примеров. Международная артистская школа, которая сейчас работает очень успешно. Мы уже начали встречаться с людьми, со всеми, там, которые там живут, которые хотели с нами встретиться. И придумали, что мы проведем в Чешском чемпионат по оленеводству. Это была именно наша инициатива. Да, международный чемпионат по оленеводству. Все уже придумали. И самое главное помещение, где должно было это проходить, это был наш колледж. Вы добьетесь новых успехов. Желаю вам удачи, новых достижений в развитии сферы образования, науки и вашей родной республики, и всего нашего Отечества. Здоровья вам, вашим родным и близким. Спасибо большое, Алина Попоевна. Я очень дорожу, работали министрами образования субъектов Российской Федерации.